Пока безуспешны поиски ребенка, упавшего в горную реку в районе Гекского водопада. В обществе ставится вопрос о безопасности экскурсионных маршрутов. Кто это контролирует и кто отвечает? Вообще, какова маршрутизация экскурсионных групп, которые въезжают в Абхазию из России? Об особенностях экскурсионного рынка в республике поговорим с экспертами. У экскурсовода есть должностная инструкция, и она обязывает на маршруте принимать меры к обеспечению безопасности туристов, говорит Линда Ампар. Мы озвучиваем программу, и в этой программе мы озвучиваем те объекты, которые мы посещаем. Есть объекты, где имеется определенный уровень опасности. В частности, это Юбшарский каньон. Он же каменный мешок, но я говорю, это в рамках автобусного тура, по которым работают, в частности, и наши гиды, гиды нашей компании, и гиды, входящие в нашу ассоциацию экскурсоводов. Мы говорим об опасности, которую представляет данный каньон, учитывая участившиеся камнепады в этом каньоне, и предупреждаем их, чтобы они близко к скалам не подходили, показываем безопасную зону, где можно осуществить фото, и у нас это остановка с минимальным количеством времени, и мы контролируем, конечно же, наших гостей. Также контролируем их, когда мы их завозим на пляж курорта Пицунда по маршруту, и контролируем их состояние, так скажем, находятся они в нетрезвом состоянии. Если в нетрезвом состоянии, мы не разрешаем им купаться, то есть вплоть до запрета, потому что, естественно, мы несем ответственность за наших гостей, которые находятся на нашем маршруте. А тот объект, у которого произошел этот несчастный случай, конечно же, там очень опасно, и ни в коем случае маленьких детей, да даже и взрослым там опасно. Там может просто закружиться голова, и человек может упасть в бурлящую реку. Сейчас реки полноводные. Это, безусловно, максимально высокий уровень опасности, и желательно у таких объектов, в принципе, не останавливаться. Но это, конечно же, должно контролироваться уже государственными органами власти. В частности, у нас есть Министерство туризма, которое может поставить запрет на остановку на таких объектах. Какие будут новые впечатления о стране, зависит во многом от профессионального мастерства и знаний экскурсовода. По-прежнему основная болевая точка рынка экскурсионных услуг в Абхазии – гиды-нелегалы. Они активны, продают свои туры преимущественно через соцсети. При этом плохо знают историю Абхазии, выдают недостоверные и искаженные сведения, не платят налоги и не отвечают за безопасность своих клиентов. Это уж точно не в копилку позитивного имиджа страны и ноль поступлений в бюджет. Расскажите про ассоциацию вашу, для чего она была создана, что дает это экскурсоводам, сколько человек в этой ассоциации сейчас находится? Наша ассоциация является республиканским профессиональным объединением, которое объединяет экскурсоводов страны. Организация наша является молодой, однако в ней уже свыше 100 аккредитованных экскурсоводов. Мы занимаемся защитой прав и интересов экскурсоводов, также принимаем участие в формировании туристского продукта, то есть мы чувствуем себя не безучастными в формировании предложения экскурсионного и стараемся принимать активное участие в решении проблем, которые сейчас стоят в экскурсионной деятельности. В особенности это борьба с нелегальными экскурсиями. Мы не знаем, какую информацию нелегалы доносят нашим гостям. То есть полностью бесконтрольная программа, полностью бесконтрольная экскурсия. Мы не знаем, какие объекты они посещают, в аварийном они положении или нет. Это один момент. Безопасность туристов. Если что-то произойдет с туристом, будет скандал международный. Но и при этом мы не знаем, кто несет ответственность, потому что экскурсия нелегальна, туроператора нет, официального законного гида нет. Это один момент – безопасность. От этого страдает авторитет Абхазии, ее бренд. Второй вопрос – это что о нас рассказывают. Мы не знаем, о чем идет речь вообще. То есть, что из себя представляет Абхазия их устами. Потому что это может быть абсолютно вымысел. Они нацелены на то, чтобы только с негативной стороны представлять нашу республику. Я объясню почему. Потому что негатив воспринимается, запоминается гостям лучше, нежели позитив. Ну, вы как журналисты, я думаю, это все понимаете. То есть, когда с негативной стороны о чем-то говоришь, гостю это больше запоминается, нежели что-то позитивное, хорошее. Это одно. Второе. Многие из них, они черпают информацию с таких сайтов, как Google, Википедия. То есть и там
Абхазия – это Грузия, и для них также они выдают такую же информацию. Это самое основное, самый большой ущерб. Я уже молчу, как экономист, об экономическом ущербе, который они наносят нашей стране, потому что ни один из них, естественно, никаких налогов здесь не оплачивает. Когда у них их туры, это VIP-туры, которые они активно продвигают в интернете. Если открыть социальные страницы Инстаграма, например, Инстаграм, в основном они там, продают свои туры, маршруты. Ой, ну у них экскурсии от 10 тысяч и выше. Это причем за 6-8-часовой рабочий день. Это не считая билетов за въезд на территорию Рицинского парка, либо посещение Новоафонской пещеры. То есть это сверху уже идет оплата. Когда мы говорим о нелегалах, когда мы говорим о неофициальной, то есть лицензированной экскурсионной деятельности, в первую очередь мы для себя ставим не то, что сейчас на слуху, на все там они рассказывают не то про нашу историю или что. Это, естественно, имеет тоже. Но самое главное – это безопасность. Когда что-либо произойдет, не дай бог, какое-то ЧП на том или ином экскурсионном маршруте, мы с вами знаем, кто несет ответственность, кто был экскурсоводом, через какую официальную турфирму, экскурсионную организацию ехала данная экскурсионная группа, наши экскурсанты. И мы уже дальше знаем, как разбираться. А когда заезжают неизвестно кто, неизвестно как, формируют группы, где, как потом, кого найти. Это, конечно, в первую очередь любая туристическая страна, она должна быть узнаваема как безопасная. И она будет дальше и продаваться, и продвижение все будет намного легче. Законодательный запрет на работу иностранных гидов слабо повлиял на ситуацию. Выявлять факты незаконных экскурсий сложно. У гида есть легенда. Он приехал с друзьями путешествовать по Абхазии. На контрольных закупках можно услышать много неожиданного о своей стране. Участники нашей ассоциации, они непосредственно занимались контрольными закупками. Это деятельность крайне новая вообще для нашей страны, потому что она заключается в том, что наши члены нашей ассоциации, они приобретали такую путевку от нелегального гида и, представляясь туристам, слушали такую нелегальную экскурсию, потому что нам нужно, опять же, понимать информационную наполненность такого тура, потому что она абсолютно бесконтрольна. И я думаю, что, возможно, видели и в интернете тоже видеоролики о том, как нашу страну представляли. И эти ролики, они снимались именно членами нашей действующей ассоциации. Это огромнейшая благодарность им за то, что они, жертвуя своим временем, рабочим временем, занимались этим делом. Также мы участвуем в проверках, которые осуществляются Министерством туризма, являемся представителями сообщества экскурсоводов. Также, конечно же, при помощи Министерства туризма стараемся, опять же, на законодательном уровне закрепить нормы, которые будут запрещать или, по крайней мере, осложнять деятельность этих гидов, незаконную деятельность. Под таким напором нелегалов лицензированным гидам сложно выдерживать конкуренцию. А между тем они проходят специальные курсы в Министерстве туризма. Ежегодно подтверждают свою квалификацию и только после этого получают добро на деятельность. Наши гиды местные, которых около 700 человек. В этом году тоже проходит аттестация, пока мы не знаем, какое точное количество. Аттестация закончится скоро, и будем обладать более полной информацией. А многие из них без работы. Это тоже вопрос, еще один вопрос, который стоит обсудить. Многие не обеспечены работой, когда нелегалы активно работают, иностранные нелегалы. И тоже у некоторых складывается впечатление, говорят, вы, значит, вы не конкурентоспособны, значит, они умеют работать лучше вас, могут работать лучше вас. Но тут тоже все не так просто. Они имеют больше финансовых возможностей. То есть они могут брать кредиты на территории Российской Федерации и приобретать себе машину, на которой они будут осуществлять данную деятельность. А наши ребята, наша молодежь, которая также проходит аккредитацию, проходит курсы, сдает все аттестации, экзамены, они не могут себе этого позволить, и поэтому они остаются без работы. Плюс еще нелегалы умеют продвигать свой продукт в интернете. В этом плане у нас на наших курсах экскурсоводов не преподаются курсы СММ,
тоже, конечно же, необходимо продвигать. Мы тоже в этом плане должны идти в ногу со временем и, наверное, обучать наших гидов вести эти социальные сети таким образом, чтобы, опять же, конкурировать в социальных сетях, да, например, частным образом хотя бы. Пока мы проигрываем. Однако, например, наша ассоциация будет вот в скором времени тоже вести специальные курсы для того, чтобы наши экскурсоводы и гиды могли конкурировать с этими нелегалами даже в интернете. Как вести соцсети, как их развивать таким образом, чтобы конкурировать с ними в социальных сетях. С этим мы тоже будем работать. Министерство туризма Абхазии наделено полномочиями выявлять и штрафовать нелегальных экскурсоводов. Периодически специалисты министерства вместе с профильными службами проводят профилактические рейды по выявлению нелегалов. В других странах этой работой занимается туристическая полиция. Министерство на регулярной основе проводит рейдовые мероприятия. Но рейдовые мероприятия, обратно, это комплекс определенных мероприятий, которые мы должны соблюсти, чтобы они прошли. И смотрите, да, у министерства есть функционал выявить нелегального экскурсовода. Но зачастую, когда проходят как контрольные мероприятия, мы сталкиваемся с тем, что это не экскурсия, а у нас просто трансфер. И за это нас поддерживают профильные ведомства, например, сотрудники УБЭПа. Если это у вас не экскурсия, значит это трансфер. Тогда будьте добры, пожалуйста, покажите разрешительные документы, позволяющие вам осуществлять трансфер на территорию Республики Абхазия. Ну, нет, конечно, нет. Потом постановка в налоговую на учет. То есть любая деятельность, то есть это незаконная предпринимательская деятельность. Если вы занимаетесь деятельностью, то от этого государственный бюджет должен пополняться в виде налогов, чего сегодня не происходит. У министерства есть функционал, мы можем быть и администраторами, и также выполнять судебные функции. То есть когда выявляем незаконную экскурсию, экскурсовода, мы выписываем административный протокол и также постановление о взыскании штрафа. Первоначально это 18 тысяч, второй раз это 30 тысяч. Для того, чтобы доказать, что это экскурсия, нам нужно формировать базу. Эта база уже формируется благодаря нашим участникам, нашей ассоциации, которые этим занимаются. То есть это и проверки, и многие наши гиды фиксируют, притом на специальные средства, фиксируют нахождение этих машин на одних и тех же экскурсионных объектах. Только в этом случае мы можем доказать, что это именно экскурсия. Это комплексная и общая работа всех министерств, служб. Это и правоохранительные органы власти также. Это наши парламентарии, это наше сообщество экскурсоводов. То есть сказать, что Министерство туризма должно этим заниматься только, это огромнейшая ошибка, потому что это комплексная работа. Все вместе в комплексе должны системно работать. И, в принципе, работа ведется. Мы сейчас идем к логичному завершению этой работы, но многих успехов мы уже в этом плане добились. То есть сейчас уже официально законно человек без гражданства не может быть экскурсоводом, он не может быть аттестован. Эти проверки проводятся редко. И учитывая то, что есть специальные группы у этих нелегалов. То есть если проезжает один нелегал, его остановили сотрудники Министерства туризма, составили акт, больше других нелегалов не будет. Потому что они поедут либо позже, либо они завернут на другой объект. Они могут строить, у них маршрут-конструктор. Они могут строить маршрут, как они хотят. Если они узнают, что проверка, вот недавно тоже была проверка, стояли наши представители, в частности, председатель нашей ассоциации Малио Мар находился на этой проверке, ни одного акта не смогли составить, потому что они услышали, что есть проверка, и, соответственно, просто поменяли локации. Проверка уезжает, тут же их видят на объектах. То есть понимаете, что происходит, и потому проверки должны быть ежедневные. В неделю раз, дважды в неделю, по несколько часов проверки это ни о чем. Они не дают результата. Министерство по туризму сегодня центральный аппарат, находится в городе Сухум. Надо будет оперативно выехать, выяснить, установить факт, что экскурсия нелегальная, что экскурсовод не аттестованный. А как это оперативно сделать? Вы представляете, по времени с Сухума доехать до Рицы? Естественно, этот вопрос тоже прорабатывается, и с профильными ведомствами мы будем его отрабатывать. Мы будем передавать информацию, и сотрудники министерства не могут задерживать, вы знаете. И, естественно, есть профильные ведомства, которые произведут задержание, пока наша группа не приедет и
не установит данный факт. Экскурсионные группы, которые приезжают в Абхазию из России, должен сопровождать местный гид с лицензией, заранее заказанной туристической компанией. Таковы правила. Если российский туроператор, либо физическое лицо, юрлицо, неважно, хочет осуществлять здесь деятельность туроператорскую, либо турагентскую. Ну, как туроператор и турагент, они могут быть в качестве юридического лица, насколько я знаю, но они должны заключить договор, если они хотят работать здесь, договор с местной компанией. И плюс еще, если они хотят работать гидом, они должны быть гражданами Республики Абхазия, об этом неоднократно уже говорилось. На территории Республики Абхазия экскурсионное обслуживание происходит только нашими местными экскурсионными организациями. В свою очередь, они подписывают с коллегами на сопредельной территории договора об оказании экскурсионного обслуживания на территории Республики Абхазия. Группа формируется там, она приезжает, их встречает наш местный экскурсовод и проводит уже экскурсию по маршруту. Маршруты официально утверждены у экскурсионных организаций. Официально утвержденных маршрутов у государства сегодня нету. Все маршруты предоставляют экскурсионные организации и проходят сертификацию в министерстве. То есть берут заключение с ГАИ, технологическая карта, методическая разработка, определенный пакет документов при оказании туристической услуги. Помимо той темы, о которой мы говорим, нелегалов, также министерством проводятся контрольные мероприятия. Есть положение об использовании экскурсионной путевки единого образца всеми экскурсионными организациями. Мы также проводим мероприятия, то есть если экскурсионная организация, экскурсовод выезжает по тому или иному маршруту, у него должна быть путевка. Также наши аттестованные экскурсоводы, согласно постановлению Кабинета министров об аттестации, должны иметь при себе нагрудной знак бейджик, свидетельство, что они официально аттестованы в министерстве. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что наши аттестованные экскурсоводы иной раз не одевают этот бейджик. Умар Маля убежден, в туротрасли должен работать инструктор-методист, который будет обучать гидов, определять их квалификацию, а также разрабатывать туристические маршруты. Ранее, например, для того, чтобы стать экскурсоводом, каждый гид он должен был быть привязан к определенной фирме. В фирме был методист свой. Это гид с большим опытом работы, это гид специальной квалификации. Сейчас, к сожалению, важность лица методиста, она, так скажем, немного спала. Однако мы считаем, что все же нужно вернуть методисту его важное это значение, чтобы он занимался непосредственно подготовкой, еще дополнительной подготовкой экскурсовода, чтобы лично методисту сдавали маршруты экскурсоводы, потому что все же нужен конкретно ответственное одно лицо, которое будет подготавливать конкретные кадры. Может быть, без привязки к турфирме, может быть, однако методист обязательно должен быть. Он готовит по конкретному направлению, по конкретному маршруту, несет ответственность за человека, которого он готовит. Если мы говорим, например, о курсах, которые проходит экскурсовод, то это общее познание. То есть это все объекты, это история Абхазии, это география. Однако именно методист должен подготовить гида по определенному направлению. И, соответственно, далее этот человек, который хочет стать экскурсоводом, он сдает экзамен у этого методиста. То есть после курсов еще методист, и уже методист может подготовить человека впоследствии, чтобы он выехал на работу. Увеличивается число любителей экстремального и индустриального туризма. В поисках новых приключений туристы отправляются в небезопасные места, чтобы увидеть прорекламированную в интернете таинственную Абхазию и так называемые города-призраки. По заброшкам, говорит Линда Ампар, возят в основном гиды-нелегалы, и эту практику необходимо пресекать. Я категорически против таких экскурсий по заброшенным местам. Опять же, вопрос касается безопасности наших гостей, наших туристов, потому что все эти здания, 99%, они являются аварийными. И мы не знаем, где что может обвалиться, а туристов возят по этим местам. Это тоже, посещение этих объектов, я считаю, нужно запретить. Прям жестко ставить этот вопрос. Это, во-первых. Во-вторых, для меня, как для гражданина Абхазии, для патриота Абхазии, мне очень больно видеть наш город Корчал, и когда возят и называют его Кармару городом-призраком, мне не хочется, чтобы наши гости видели такую Абхазию.
Мне хочется, чтобы они видели совсем другую Абхазию. А для гостей, ну, это тенденция общемировая, это не только в Абхазии, во всем мире сейчас набирают обороты, именно экскурсии по заброшкам. Ну, может быть, там есть какая-то таинственность, я не знаю, что нравится гостям, я не могу понять, вот это, наверное, дело вкуса. Но это вот общемировая тенденция, не только у нас в Абхазии. Но если мы возим по таким объектам, вопрос безопасности должен быть на первом месте. То есть нужно проверить сначала эти объекты, прежде чем разрешать туристам их посещать. Как дикарем, так и организованные экскурсии. Ни одного такого сертифицированного маршрута в министерстве нету и не будет. Но если он не сертифицирован, так скажем, то он, естественно, запрещен. Это все происходит нелегально. То есть надо проводить определенный комплекс мероприятий совместно с профильными ведомствами, которые тоже в этом заинтересованы. Всегда показывает местный житель. Из-за этого мы должны понимать, что когда ты показываешь какие-то заброшенные недостатки своей стороны, извлекая какую-то материальную выгоду для себя, это становится резонансом. И поэтому потом возникает вопрос, а почему то или иное ведомство бездействует? Так большая просьба быть самосознательными и не делать таких поступков, которые приводят к дальнейшему развертыванию этой ситуации и к резонансным каким-то обсуждениям в обществе. Нередко туристы описывают ситуацию, когда во время автобусных экскурсий им навязывают дополнительные маршруты. А между тем турфирма обязана предупреждать гостей о доп. Услугах и указывать их стоимость, говорит Линда Ампар. Кабинетом министра в декабре 2022 года был утвержден порядок оказания экскурсионных услуг. В рамках этого порядка есть пункт, если я не ошибаюсь, это номер 2, в котором компания, которая осуществляет экскурсионные услуги, предоставляет экскурсионные услуги, должна оповещать об этих услугах, причем в письменном виде. Это должно быть все прописано в договоре с той компанией, с которой они сотрудничают. И там должны быть прописаны все основные услуги и возможные дополнительные. И, естественно, должна быть установлена стоимость этих услуг. От себя могу сказать, как экскурсовод, который работает не первый день, мы также можем, у нас есть туры, где есть вся включенная программа без дополнительных услуг, есть туры с дополнительными услугами. В частности, это посещение Новоафонской пещеры, Сталинской дачи, может быть посещение исторического центра Абхазии, села Лыхна. И у нас в прайсах они прописаны. То есть гости знают, что если они пожелают посетить Новоафонскую пещеру, они должны доплатить 700 рублей, приобретаются билеты, которые передаются им, и они проходят в пещеру. Если вопрос стоит иначе, то есть если компания не предупреждает о возможных дополнительных затратах, которые могут быть у гостя в ходе экскурсии, в принципе, он может отказаться от этих услуг. Его никто, ну как сказать, не снимет с маршрута. У него будет маршрут просто без этих дополнительных услуг. Ну а что, он будет сидеть и ждать, когда группа... Вот это да. Это вопрос такой, конечно же, немножко... неприятный момент, естественно, должны предупреждать. Вот мы, смело могу сказать, опять же, не могу отвечать за все экскурсионные фирмы, компании, туроператоров. Предупреждаем обязательно, это все прописано в условиях договора. И многие не желают посещать ту же Новоафонскую пещеру, многие не желают посещать Сталинскую дачу. Но это, естественно, те объекты, это государственные объекты, которые нужно поддерживать, и мы стараемся гостю рекламировать эти объекты, чтобы он имел желание их посетить. У нас даже вплоть до того есть компании, которые возят по Золотому кольцу Абхазии, но не предупреждают о том, что нужно оплатить 700 рублей стоимость въезда на территорию Рицинского парка. И это прописано мелким шрифтом в договоре. Такое тоже есть, но это прописано. И гость иногда думает, ну, а я, наверное, не поеду, я лучше останусь здесь, подожду. Он не понимает, что он 4 часа будет сидеть и ждать остальных членов группы. То есть такие вещи, конечно же, недопустимы. Это является одним из нарушений, это отклонение от маршрута. Каждому экскурсоводу, когда он выезжает, выдается путевка. Экскурсионная путевка единого образца, где указано следование по маршруту. То есть от точки А, потом снова и возвращаясь снова в точку А. То есть происходит так. Естественно, там есть
указание маршрута, по которому он должен двигаться. Это отклонение от маршрута. Но на сегодняшний день, на самом деле, вы знаете, в министерство есть почта, и туда приходит очень много обращений туристов по тем или иным вопросам. На сегодняшний день таких обращений мы не встречаем. Гости проявляют интерес не только к брендовым туристическим объектам Абхазии. Растет спрос на новые направления, в частности, Восточную Абхазию. Восточная Абхазия очень активно осваивается, не то что осваивается, посещается нашими гостями, туристами, экскурсантами. Там очень много интересных локаций, которые они могут посетить. В основном они связаны с природным наследием нашим, да. Любят часто посещать железоводородный источник в селе Кынги. Есть также расположенный в городе Квачал-Радоновый источник, водопады. Пользуются популярным направлением. Понимаете, каждый год, приезжая в Абхазию, турист хочет увидеть что-то новое и для себя открывают нашу восточную часть. Но самая главная задача, которая стоит не только перед министерством, а перед нашими туроператорами, ательерами, экскурсионными организациями, удержать клиентскую базу, чтобы с года в год те граждане зарубежные, которые хотят посетить нашу республику, выбирали нашу республику в очередной раз. Туристической отрасли Абхазии необходим новый закон. Ныне действующий был принят аж в 2005 году и морально устарел. В нем нет, к примеру, даже определения, что такое экстремальный туризм. Уже прошло столько лет, появились новые категории, новые понятия, новые виды туризма. И если мы возвращаемся к вопросу безопасного туризма, безопасной экскурсионной деятельности туризма в целом, эти понятия и категории, как экстремальный туризм, и дальнейшая их сертификация уже по положениям, которые будут утверждены в Министерстве туризма, это все должно быть прописано законодательно. То есть у нас нет понятия экстремального туризма. У нас не прописано большое количество видов туризма. У нас категорийно, конечно же, мы просто в плачевном состоянии находится закон. Также у нас не расписаны на должном уровне туристские ресурсы. Часто можно слышать, когда задаются вопросы чиновникам, какое количество гостей Абхазия может принять в этом году. Мы рассчитываем на 2 миллиона, на 3, на 5. А откуда эти цифры? Когда мы не знаем, у нас нет реестра туристских ресурсов. Мы не знаем, какая емкость у пляжа, например, города Сухум. Это все можно рассчитывать. Но изначально нужно прописать в законе, дать градацию туристских ресурсов и оттуда уже брать отсчет. Также много других пунктов, в частности, касательно различных ассоциаций, организаций. Мы будем просить, инициировать, расширить полномочия ассоциаций. Гид должен быть коммуникабельным, эрудированным и, конечно, любить историю своей страны, говорит Линда Ампар, рассказывая о тонкостях профессии экскурсовода. Ну а кто о стране расскажет лучше, чем гражданин Абхазии? Ответ очевиден.